Селям алейкум, хайрлах шамлар, витаю. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующий час в этой студии с гостями мы обсудим основные новости и события на 75-й день героического сопротивления Украины, украинского народа российскому фашизму. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номера телефонов. Вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. +3 80 67 63 46 130. А также присоединяйтесь по скайпу atr.tv. Звоните, задавайте ваши вопросы нашим гостям. Нам важен ваш голос. Я же рада представить гостя, который присоединяется к нашему эфиру. Це Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечнікова. Пане Володимире, вітаємо вас, селям алейкум. Добрый вечер, Гульсум. Пане Володимире, недавно пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки заявила, что президент США Джозеф Байден подпишет законопроект о ленд-лизе для Украины в понедельник, то есть сегодня, 9 мая. Видите ли вы в этом некий символизм, возможно, месседж России? Я думаю, що так, що ми можемо припустити, що це дійсно зроблено буде сьогодні через те, щоб надати якусь відповідь тому святу, яке започаткував Путін в Москві сьогодні, тому параду, тому бряцанню зброєю і таке інше. Тому я думаю, що можливо дійсно 9 травня було обрано для цієї мети не випадково. Хоча там є певні якісь інші, можливо, логістичні причини, просто так склалось 9 травня. Але скоріше все ж таки це є певний символізм в цьому можна вбачати. Головне, що він буде підписаний і буде це важливим кроком вперед з точки зору полегшення процедури і процесу надання допомоги Україні з боку Сполучених Штатів. Ну, помимо военной помощи, вот какой политический смысл, какой политический аспект, на ваш взгляд, несет такое решение Соединенных Штатов Америки с принятием закона о ленд-лизе? Ну, це означає, що вони будуть підтримувати нас і надалі, що вони не відмовляються від цього. Війна стала затяжною, але вони це розуміють і все ж таки дають знаки нам, всім іншим, зрозуміти, що ми будемо партнерами, що вони будуть нас надалі підтримувати. Росії теж, що не просто там один тиждень, чи один місяць, чи 2 місяці вони будуть підтримувати Україну, а будуть підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. Тому це дуже важливий меседж. Але крім цього, ще сама назва ленд-ліз теж вона коріннями своїми відходять до часів ще Другої світової війни, коли американці підтримували спочатку Велику Британію, а потім Радянський Союз. Я думаю, що тут є теж певний такий символічний аспект цього нового закону. Але побачимо, поки що, в принципі, так радикально нового нічого він не вносить через те, що ми і раніше отримали військову допомогу. Зараз просто американцям простіше буде нам доставляти швидше. Цей процес буде спрощений через те, що президент може сам вирішувати дуже швидко, оперативно в Білому домі, що надавати Україні і коли. Не треба кожного разу звертатися в Конгрес. Тобто суто з точки зору бюрократії, логістики, організаційного процесу цей закон розв'яже руки для Білого дому, для Байдена і його адміністрації, щоб допомагати Україні швидше. Ну, уже многие военно-политические аналитики проводят исторические параллели, называя Джозефа Байдена Франклином Рузвельтом, Бориса Джонсона Уинстоном Черчиллем, а некоторые, наоборот, Владимира Зеленского называют Уинстоном Черчиллем. Ну, а Путина, я думаю, что объяснять не нужно, все называют его уже давно Гитлером. Вы бы проводили подобные исторические параллели? Я думаю, що кожен з них видатна постать в історії людства, тому навряд чи треба тут робити якісь паралелі, але я розумію, що люди намагаються знайти такі паралелі, такі порівняння роблять через те, що, власне, ми зараз переживаємо найбільшу війну в історії людства після закінчення Другої світової. Тому дійсно, я думаю, що це цілком зрозуміло, коли хтось когось порівнює з Рузвельтом, чи з Черчиллем, чи навіть з якимось іншим лідером. Ну, мы действительно видим очень огромную поддержку со стороны Соединенных Штатов Америки и Британии. Но вот если мы говорим о Европейском Союзе, к сожалению, есть ряд стран, которые мешкают в вопросе введения и внедрения санкций более радикальных в отношении России. Речь идет о Венгрии. Сегодня в очередной раз Петр Сьярто заявил, что Венгрия не готова поддержать полное эмбарго на российскую
нефть. Как вы думаете, каким образом нам стоит аргументировать и переубеждать Венгрию, что это будет для нас означать, если она будет продолжать стоять на своем? Как нам реагировать в данном случае? Ну, ви знаєте, відносини з Угорщиною так є болючими, доволі такі делікатними і складними для нас вже багато років. Зараз не найкраща точка, можливо, найнижча точка в розвитку цих відносин. Добре було, звісно, що угорці не бракували жодних заяв з боку НАТО чи ЄС до сьогодні, але правильно ви кажете, зараз ми чуємо, що все ж таки в цьому новому пакеті щодо ембарго на покупку, на придбання російської нафти, вони все ж таки це, напевно, заблокують. Я думаю, що нам не треба пояснювати самим Будапешту, що їм треба робити, тому що вони не дуже нас слухають, але от іншим членам, провідним членам Європейського Союзу і НАТО все ж таки треба розмовляти з Будапештом. Ну, давай їм зрозуміти, що все ж таки така позиція поодинока, одна Угорщина проти всіх інших, вона все ж таки не виставляє Угорщину в доброму такому світі. І через це, мабуть, вони все ж таки зможуть якийсь компроміс там знайти. От, скажімо, для деяких країн вже говорять, що можливий компроміс такий, що у них буде відтягнене, таке відкладене ембарго. Тобто вони все ж таки ще певний час зможуть отримувати російську нафту. Якщо це Угорщина може задовольнитися і потім запропонують якісь інші джерела постачання нафти, то це може бути тим компромісом, який може бути може допомогти вирішити це питання, але цим займатися треба скоріше їхнім партнерам по ЄС та по НАТО, а не Києву. Соединенные Штаты Америки могут повлиять на Венгрию? Вони можуть насилати якісь сигнали, але, бачите, це залежить від того, як це робиться. Тому що, власне, багато хто очікував, що Байден, прийдучи до влади, буде доволі жорстко ставитися до режимів в Варшаві і в Будапешті, які називають і ліберальними чи неліберальними демократіями. Але цього не сталося. Навпаки, не було жодного жорсткого заяви чи якогось певного ком'юніке чи меморандуму, які б показали б, що в Вашингтоні та нова ліберальна демократична адміністрація негативно ставиться до тих, хто зараз у владі в Польщі чи в Угорщині. Але це може змінитися. І, можливо, саме такий меседж з Вашингтону до Будапешту, що ми можемо дійсно перейти від таких закриття очей, скажімо, на певні речі, які ви робите всередині країни, до більш жорсткої критики дій уряду Угорщини. Ми можемо змінити тональність, яку ми використовуємо в спілкуванні з Будапештом, якщо ви не будете частиною цього спільного організму, механізму втілення, розробки та втілення санкцій проти Росії. Просто вот нет ли у вас ощущения, что в действиях Венгрии это не только лишь, как они заявляют, национальные интересы Венгрии, то, что, значит, этот пакет санкций, 6-й пакет санкций навредит Венгрии, он не включает в себя предложения по решению этих всяких проблем. Это не только в этом проблема, да, в принципе, выглядит так, что у Венгрии, возможно, у некоторых политиков есть исключительно какие-то коммерческие интересы, ну или, может быть, просто полезные идиоты. Це можливо, тому що дійсно, я думаю, Росія може їх фінансово замотивувати. Це не виключено, бо Росія давно вже зробила з корупції зброю і користується її дуже активно і успішно на міжнародній арені, зокрема в Європі, зокрема в Центральній і Східній Європі. Але є інші моменти. Є ідеологічна близькість Орбана, його ідеології, його оточення з тим, що проповідує пан Путін. Є серйозна суперечка між Орбаном, його урядом і Європейським Союзом, Європейською комісією в Брюсселі. Вони люблять займати таку поодиноку, ізольовану таку позицію. Це відповідає непогано, до речі, по частині електорату угорського, який також натякує на те, що так, давайте більше захищайте наші інтереси проти європейських бюрократів. Нещодавні вибори показали, що не просто Фідес виграв його партія, а виграла з великим розривом опозиції. Це зазначило нам і показало, що люди сприймають його як нормального керівника країни, його партію. І через це він лише, можливо, ще більше переконався про те, що все, що він робив раніше, це правильно. Це допомагає йому залишатися при владі. А це головне для політика, для будь-якої країни. І тому він, власне, робить те, що він робить. И, пане Володимира, такой глобальный вопрос завершения нашей беседы. Как вы думаете, после победы Украины в этой войне, в чем у меня нет абсолютно никаких сомнений, ждет ли миропорядок тектонические изменения?
Ну, що важко сказати, це залежить це буде в тому числі від того, коли війна закінчиться і чим вона закінчиться. Які будуть контури, які будуть домовленості, коли війна закінчиться. Від того вже будемо дивитися, чи будуть якісь серйозні, як ви кажете, тектонічні такі зміни в світовому порядку. Ось, але я думаю, що певні зміни будуть відбуватися, бо російська агресія настільки несподівана і масштабна і брутальна, що багато хто в світі вже задумається про те, що треба переглядати відносини з Росією. Зокрема, такі великі партнери Росії, як Німеччина. Якщо вже канцлер Шольц каже про це, то інші теж підтягнуться. Ми бачимо навіть в деяких країнах, які традиційно доволі м'яко ставилися до Росії, таких як, скажімо, Іспанія там, чи Італія, навіть там такі панують зараз настрої антиросійські, в Росії бачать загрозу. Тому я думаю, що дійсно, можливо, почнеться в якійсь новій формі, можливо, не такій системній, як вона була раніше, але почнеться нова холодна війна, де Росію будуть сприймати виключно як загрозу. Дякую вам дуже, пане Володимире. Чохсагл, наше время, и подключились к нам в ефір. Слава Україні! Героям слава! Володимир Дубовик був з нами на прямому зв'язку, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. А пока мы ждем присоединения к нашему эфиру председателя Меджлиса крымско-татарского народа Рифата Чубарова, с которым мы в будние дни ежедневно проводим эфиры и говорим непосредственно о судьбе временно оккупированного полуострова. Я пока напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номера телефонов. Вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. +3 8067 63 46 130. А также можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров, выкладываем практически все наши программы в записи. Если вдруг вы не успели посмотреть в прямом эфире, заходите на наш YouTube-канал и смотрите нас в записи, а также не забывайте ставить лайки. Это крайне важно для продвижения нашего YouTube-канала. Таким образом, все больше и больше людей смогут увидеть наши программы. Председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров с нами сейчас на прямой связи. Рифат ага, салям алейкум, хайрлах шамлар. Хайрлах шамлар. Спасибо. Рифат ага, я читаю ваш Facebook. Вы тут минут 10 назад выложили пост, написали о том, что полчаса назад в офисе Меджлиса крымско-татарского народа закончилась встреча с генеральным секретарем Совета Европы пани Марию Печинович Бурич. Я вижу, что тут был и лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев, и вице-президент Всемирного конгресса крымских татар, и заместитель министра иностранных дел имени Джепар, члены Меджлиса крымско-татарского народа. Расскажите, пожалуйста, как прошла встреча, о чем говорили? Мы слушаем вас. Дійсно, у нас сьогодні відбулася зустріч з генеральним секретарем Ради Європи, пані Марія Печінович Бурич. Така в неї подвійне прізвище. Вона є генеральним секретарем з 2019 року і обрано на 5 років. Вона відомий хорватський політик, європейський політик. Перебуває в Україні з візитом солідарності. Наскільки я встигав відслідковувати сьогодні, вона відвідала у супроводі з пані Еміне Джепаровою, першою заступницею міністра закордонних справ України, ті наші міста під Києвом. Здається, вона була Бородянці чи в інших містах. Тобто вона побачила на власні очі ті руйнації, які відбулися внаслідок російської агресії місяць-півтори тому. Мала зустріч в Кабінеті міністрів, можливо, з прем'єр-міністром, я не встиг відслідити. Знаю, що в неї в програмі була зустріч з президентом України і відвідання і зустріч з членами Меджлісу кримськотатарського народу. Отже, ми, зрозуміло, вдячні за
відвідання Меджлісу і за нашу спільну роботу. Тут дуже багато пояснюється тим, що ми, як Меджліс кримськотатарського народу, взаємодіємо з Радою Європою, буквально з перших місяців власне окупації Криму Російською Федерацією з 2014 року. Наші народні депутати України, і не тільки з Криму, взагалі народні депутати України, тут можна згадати пана Георгія Логвинського, інших колег, і Борислава Березу, і Олексія Гончаренка, багато кого. Вони проводили різні заходи з Меджлісом кримськотатарського народу. Ми працюємо системно. Справа в тому, що в 2021 році, тобто минулого року, Кабінет міністрів Ради Європи прийняв рішення щодо ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму. І згідно цього рішення Генеральний секретар Ради Європи щорічно має підготувати подання Кабінету міністрів для розгляду щодо ситуації в окупованому Криму. І цього року теж буде такий звіт. Пані Марією Пейчинович-Бурич поданий. І, як вона сказала сьогодні наприкінці нашої зустрічі, багато з того, що ми сьогодні обговорювали, воно обов'язково буде включено до її звіту. Це, якщо вже коротко, були ваші колеги з АТР. Так. До речі, окреме питання обговорювалося АТР, але Лінур Ісламов, який був присутній і приймав участь на цій зустрічі, він не стільки розпочав про АТР, а скільки розпочав про долю українських журналістів під час війни, про необхідність їх захищати з спеціальними засобами індивідуального захисту, про необхідність їм допомоги, і таке інше. Хороша дуже була пропозиція, вона була підтримана пані генеральним секретарем. А потім ми вже нагадали, що питання щодо АТР, воно розглядалося раніше в різних резолюціях, і будемо разом шукати шляхи щодо того, щоб приділити особливу увагу праву людей на отримання об'єктивної інформації через допомогу АТР, оскільки АТР на сьогодні є єдиним каналом, який 3 мовами мовить взагалі мовить 3 мовами, і, зокрема, на Кримський півострів, кримськотатарською, українською та російською мовами. Я думаю, що пізніше ваші колеги, можливо, в завтрашніх передачах більш детально розкажуть про хід нашої зустрічі, бо цього разу вони практично мали можливість знімати практично майже всю зустріч. Да, це не просто була протокольна зйомка, я так розумію. Так, але за виключенням тих моментів, де ми мали просто обговорити деякі такі дуже чутливі питання, і ми тоді просто попросили дати нам можливість говорити просто в такому кругу учасників зустрічі, і ми мали можливість їх обговорити. Да, я думаю, что наши коллеги подготовят сюжет в информационной программе «Заман». Мы покажем чуть позже нашим зрителям. Это такой вопрос, Рифатага. У Совета Европы и у непосредственно Генсека Совета Европы есть ли эффективные механизмы помощи, в том числе и журналистам и телеканалу АТР, в чем они могут заключаться, и непосредственно механизмы влияния на российскую агрессию в целом? Говорили ли об этом? Да, конечно, мы говорили, но здесь очень важно, чтобы мы все, и включая ваших уважаемых зрителей, чтобы мы все разбирались не только в иерархии какой-то международных организациях, но очень четко себе представляли уровень и границы их полномочий. И в этом плане Совет Европы, конечно,
не относится к тем организациям, которые напрямую отвечают вот за создание условий безопасности, разрешение конфликтов. На это есть у нас ОБСЕ, Так. если так вот упрощенно. Но перед этим, конечно, у нас есть ООН с ее очень четким уставом и возложенными заданиями по сохранению мира на Совет Безопасности. Но это уже отдельный разговор, мы сейчас говорим о Европе. И поэтому, но Совет Европы есть одна уже из старейших организаций Европы. Она была создана после Второй мировой войны. И очень важно, что здесь на уровне этого Совета рассматриваются многие, очень много вопросов, связанных с тем, чтобы создать условия для комфортного, безопасного проживания людей. И прежде всего речь идет о правах человека, не об экономике. На это тоже есть другие органы. Но и есть институции Совета Европы, потому что они есть абсолютно самостоятельными, но они развивались одновременно с этой структурой, скажем, Европейский суд по правам человека. И все государства, которые на сегодня есть или были членами Совета Европы, они туда вступали абсолютно добровольно, подписывая те или иные конвенции, декларации, которыми брали на себя соответствующие обязательства. И вы знаете, что в этом году, я точную дату не помню, но в марте Россия буквально 25 февраля, на второй день полномасштабного такого вторжения России на материковую часть Украины, было принято решение о приостановлении ее членства. И потом буквально через короткое время, в марте, было принято решение об исключении России из состава Европы. Это исключительное такое, извините за тавтологию, исключительное явление. Но Россия на это пошла осознанно, потому что и войной, которая уже длится 8 лет, и она переступила все возможные правила и принципы, на которых базируется Совет Европы. И если 8 лет Совет Европы в определенной мере терпел Россию, помните, сперва приостанавливали членство после оккупации Крыма и попыток аннексии, парламентская ассамблея, потом восстанавливали, объясняли тем, что нужен диалог, а потом все-таки восстановили, когда опять началось хамство, эти Толстой, Слуцкий, и это невыносимое просто грубое поведение само по себе, которое отталкивало. И потом, конечно, жесточайшая агрессия, бомбардировки, ракетные обстрелы. И тут уже, конечно, терпение у членов Совета Европы лопнуло. И это решение было принято подавляющим большинством. И сегодня Россия не является членом Совета Европы. И исходя из этого, когда государство не выполняет свои обязательства и даже остается членом Совета Европы, очень трудно на нее воздействовать, потому что это, еще раз повторяю, это орган такой, он не карательный, он не карательный с точки зрения, он не принимает большинством решения такого наказывающего характера, которые бы выходили за пределы, собственно, устава Совета Европы. И поэтому, отвечаю на ваш вопрос очень долго, но мне казалось, это очень важно, чтобы просто понять систему, взаимоотношения и хронологию взаимоотношений поведения России с одним из уважаемых европейских институций, Совет Европы. Это важно было напомнить. И, конечно, у Совета Европы сейчас прямых таких механизмов, как от организации эффективного такого влияния на Россию, нет.
Это правда. Но Совет Европы — это его члены, государства, правительства, и они, опираясь на решение Совета Европы, будут более последовательны, более утвердительны, устойчивы в своих решениях, которые принимаются на других площадках. Ну, скажем, в Европейском Союзе, да, Европарламентом. Потому что многие европейские государства одновременно являются членами ЕС. И куда, даст Бог, очень, но относительно скоро уже вступит Украина. Это уже может быть отдельная тема, потому что у нас очень успешно продвигается, в общем-то, так называемое заполнение анкет. И поэтому Совет Европы все равно играет очень заметную роль в европейской политике, потому что его... Ну, давайте я вот вам приведу только лишь одно решение Европейского суда по правам человека. Так. Это институция, которая очень тесно переплетена с Советом Европы, но это абсолютно независимая институция, поскольку это судебная институция. И вот если вы помните, я напомню всем вашим слушателям, в прошлом году, я точно не помню дату, было принято решение по иску Украины, и которого очень старалась избежать Россия. А это решение говорило о том, что де-факто ситуацию на Крымском полуострове Россия начала контролировать с утра 27 февраля 2014 года. Помните, 26 февраля массовый митинг протеста и массовый митинг в поддержку территориальной целостности Украины, который был организован Меджлисом крымско-татарского народа. Около 15 тысяч людей пришли тогда и отстояли, в общем-то, свои требования, и тогда депутаты, ну, те, которые ну, в какой-то мере были готовы уже проголосовать незаконное решение, они опомнились, но к утру, в 5 часов утра, так называемые, ну, в принципе, это, ну, тогда мы их называли неустановленные, но очень быстро оказалось, что это были подразделения спецслужб России. Они заняли административное здание Совета министров, Верховной Рады Крыма, и суд европейский указал, что с этого момента Россия отвечает за все, что происходит в Крыму по сегодняшний день. Россия хотела, чтобы эта дата была названа где-то с 18, а то с 20 марта. После того, когда они якобы провели так называемый референдум. Россия хотела избежать своей ответственности за где-то более чем 2,5 недели всех тех преступных действий, за вторжение войск, за их рассредоточение по всему полуострову, за преступление сил так называемой крымской самообороны, похищение, убийство Ришата Аметова, похищение других. Да, мало ли что за эти 2,5 недели проходило. И вот Европейский суд сказал нет с 27 февраля. И теперь все международные организации, в том числе политические, они говорят, Россия ответственна за оккупированный Крым, как оккупирующее государство с 27 февраля. Вот это роль одного только из институтов Европейского суда по правам человека. Мы сегодня видим, как Европейский Союз консолидирован и как вместе с Украиной сопротивляется российской агрессии, введя свои санкции. Вот сейчас как раз работают над внедрением 6-го пакета санкций, где речь идет о введении полного эмбарго на российскую нефть. Однако, несмотря на то, что Европейский Союз консолидирован, все же есть страны, которые выбиваются из колеи. Сегодня Петер Сиарто снова сделал заявление и сказал, что Венгрия будет ветировать решение о введении полного эмбарго на российскую нефть. Насколько это создает серьезные проблемы для Украины? Есть ли у нас возможности влияния на Венгрію? Будемо виходити з того. Я буду переходити з російської в українську мову. Це для ваших глядачів, які нас слухають в Криму. Дивіться,
от коли в межах Європейського Союзу якісь країни викладають чи висовують окремі умови або незгоду, це говорить про можливість декількох факторів. Один із факторів, коли мова йде про Росію, я одразу не викидаю фактор такого, знаєте, специфічного впливу. Я не дуже хотів би розшифровувати, хтось може сказати, а звідки ти знаєш, хто комусь передає гроші, чи щось інше таке. Я це називаю специфічний вплив. Росіяни і російська держава, як така, знаєте, держава, яка попирає всі закони міжнародні, вона дуже добре, має дуже такий багатий досвід підкупу європейських політиків, починаючи від резервування таких дуже доходних посад в системах Газпрому російського. Да, одне слово – шрёдеризація. От в європейській політиці є тепер такий термін, він не сьогодні, він давно з'явився. Шрёдеризація – це означає, коли європейських політиків, які ще на посадах, їх зацікавлюють в, скажімо, подальшому їхньому житті, коли вони вийдуть за межі активної політики, і ці політики можуть лобіювати інтереси Росії. Так було з Шрёдером, і тому цей термін виник. Але у випадку з Угорщиною я поки ще не наважуюся говорити про підкуп. Я думаю, що тут, скоріш всього, Угорщина має внутрішні проблеми, скажімо, проблеми пов'язані з поступками її інтересам всередині Європейського Союзу. Проще кажучи, вона торгується, але торгується зі своїми, з членами Європейського Союзу. Хоча, коли ми говоримо про такий публічний характер, публічну риторику, скажімо, прем'єр-міністра Орбана, мені хочеться говорити, що тут є специфічний російський вплив, оскільки пан Орбан в своїй риториці дуже часто займає невиправдано проросійську позицію в тих ситуаціях, коли Росія брутально порушує міжнародне право. Зараз дивіться, ось сьогодні ви сказали, що буде прийнято рішення про ембарго. Я впевнений, що протягом 24 годин, як вони поставили за мету, вони це рішення приймуть. Вони знайдуть специфічне місце Угорщині. Але ви знаєте, що це ембарго завтра не буде введено. Так. Там буде певний термін. Здається, в кінці року, а можливо для деяких країн, включаючи Угорщину, зроблять ще більше послаблення. Але найголовне, що відбудеться, Європейський Союз одностайно прийме рішення щодо ембарго на російську нафту. Будемо на це сподіватися. Та, Рифат Ага, вот важный вопрос, который я хочу успеть с вами обсудить. Сегодня 9 мая. Для начала, что этот день означает для крымских татар? Смотрите, 9 мая надо подходить очень, скажем так, в процессе нашего узнавания. Да. Узнавания о страшнейшей трагедии человечества, которая называется Вторая мировая война. И мы тоже все люди, и мы проходили разные периоды, собственно, нашего осмысления. И все это зависело от того, насколько мы знали правду о всех аспектах, событиях Второй мировой войны. Скажем, состоялась капитуляция 8 мая, капитуляция фашистской Германии в лице ее тех представителей, которые могли уже в условиях уже состоявшегося самоубийства Гитлера, которые могли
иметь полномочия подписывать акт капитуляции. Это потом нам позднее стало известно, что было как бы повторно продублирован акт капитуляции уже перед советскими генералами. Это один момент. Второй момент. Собственно, как само государство, которое настаивало, что День Победы, это называлось День Победы в Великой Отечественной войне, но весь мир говорил о капитуляции Германии перед коалицией 8 мая. Вот мы же тоже должны четко понимать, почему советское государство длительное время вообще не отмечало День Победы. И почему оно потом, уже с середины 60-х годов, начало этот день, 9 мая, проводить как государственный праздник. Здесь тоже есть очень много пояснений, и в том числе потому, что самых активных участников войны стало намного меньше, успели подчистить и, извините меня, отрихтовать всю неприглядную историю той части Второй мировой войны, которая, пусть тогда в Советском Союзе, называлась Великой Отечественной войной. А потом прошло еще время, и где-то уже года перестройки мы узнали о миллионах, послушайте, о миллионах непохороненных солдат, которые первые месяцы нападения фашистской Германии просто подверглись прямому уничтожению, ибо абсолютно были несравнимые оружие. Ага, видите, и вот здесь началась тревога, я ее выключаю. Это мой телефон показал, что над Киевом объявлена воздушная тревога. И вы знаете, что эти поисковые отряды и сегодня еще во многих болотистых местах, там, где вот Тверская область, Смоленская область, собственно, России, то есть государство очень, цинично отнеслось к судьбе своих огромного количества солдат. А теперь закончу тем, что буквально несколько лет назад начали выкладывать, наконец-то, все имеющиеся личные документы солдат, офицеров вот того периода, который назывался Великой Отечественной войной. Я об этом также детально рассказываю для того, чтобы просто сказать о том, что вот узнавание всех этих вещей как бы помогало нам подходить к общеевропейскому пониманию заключительного этапа войны, Второй мировой войны. Москве это очень не нравилось, и Москва пыталась для того, чтобы настаивать на своей исключительности, даже вот эту дату, 8 или 9 мая, использовать для, я еще раз хочу повторить, для того, чтобы демонстрировать свою исключительность. А так, конечно, в любом случае дата, смотрите, дата, когда к людям проявляли бы уважение, к людям, которые действительно были вовлечены вот такое, страшное противопоставление десятков государств. И в итоге мировая война, когда были попраны очень многие ценности, культуры. В ходе Второй мировой войны случились такие катастрофы, которые никогда не могли бы предполагаться в человеческой вообще природе, психологии, если хотите, Холокост, убийство миллионов людей по национальному признаку. Но в годы Второй мировой войны появилось и такое страшнейшее преступление против человечества, как массовое выселение целостных народов, обосновывая это выселение или превентивными какими-то факторами. Если их не выслать,
то они могут перейти на сторону врага. Вы послушайте только. Мгм. Если их не выслать, они перейдут на сторону врага. И таким образом депортировали немцев по Волжье. Таким образом, или второй фактор, за то, что они перешли на сторону врага. Так выслали крымских татар, так выслали калмыков, так выслали ингушей, чеченцев. Вы понимаете, вот это все надо оценивать воедино. И тогда, но если эта оценка идет в комплексе, тогда рано или поздно мыслящие люди приходят к тому, а какие государства развязали эту Вторую мировую войну, и какая природа была всех участников этой войны. И тогда все выходят на то, что было два тоталитарных государства. Это фашистская Германия и это коммунистический СССР. Некоторые говорят сталинский СССР, но здесь надо смотреть идеологию. Сталин – это уже второе, производное. И вот эти два государства, в общем-то, как раз и совершили вот эти самые массовые. Они привнесли в эту человеческую жизнь, они привнесли впервые эти депортации в определенной форме они были, но именно вот как мера, инструмент вот, участия в войне или наказание за надуманные позиции, это было придумано вот уже сталинским и коммунистическим СССР. И поэтому я все время, когда я уже был взрослый, и уже даже, будучи членом Меджлиса, я все время пытался встречаться с участниками великой вот этой отечественной, как им представлялось, войны, крымскими татарами. Мы очень много разговаривали с ними, и мы говорили о том, что насколько вот эта трагедия их непосредственных людей, солдат, которые были уверены в том, что они защищают собственное государство, потому что в этом государстве есть их родная земля, их дом, их село, их семья, в конце концов, да? И насколько и они были искренны в этих своих побуждениях. Но государство СССР, оно настолько потом себя преступно повело по отношению к этим людям. Я просто эти разговоры, я очень жалею, что мы это не говорили под камеру, но такие разговоры вряд ли под камеру они бы и согласились вести. Очень длительный период. Десятки тысяч фронтовиков крымских татар. Те, которые с оружием в руках убежденно защищали свою землю, они потом оказались не просто на обочине вот того, что называется Днем Победы. Они были просто отринуты этой системой. И они вот этот день чувствовали себя абсолютными изгоями, и очень редко кто из них осмеливался, не то что осмеливался, здесь геройства не надо было, но психологически мог одеть эти свои медали, ордена и пойти к другим, которые празднуют этот день, но рано или поздно там в этом кругу, как один мне говорил, все равно возникал вопрос: вас же все равно выселили, значит, вы не такие, как мы. И, конечно, вот наши участники, крымские татары, участники Второй мировой войны, вот в рядах Красной Армии, они оказались несколько раз наказанными, униженными, несмотря на то, что абсолютное большинство из них показывало примеры такого личного, человеческого мужества и героизма. В конце концов, мы ко всем этим людям должны относиться как к людям, сформировавшимся вот в определенное время под воздействием тех правил, ценностей, которые это общество тогда разделяло вместе с ними. И поэтому, но сейчас, когда мы подходим вот к наши годы... Да, у нас 5 минут при фотографии остается, не так много времени. Да. На эту тему. Смотрите, я могу все-таки сказать другое, что давайте я тогда закончу другим.
все то, о чем мы говорим, День Победы, суть тех или иных войн, все очень хорошо оценивает время. И Мгм. я здесь абсолютно согласен с Зеленским. Я вчера посмотрел его ролик, или сегодня утром он идет по Крещатику Да. и сказал о том, что у кого-то будут 2 победы, а у кого-то ни одной. И это правда. Потому что тот народ, те люди, которые отстаивают свою свободу, отстаивают справедливость, им всегда будет и право, и возможность отмечать День Победы, а другие останутся ни с чем. А Путина успели послушать? Он сегодня же выступал на Красной площади, проводили там... Смотрите, Ага. если сейчас меня через ваш экран не будут кидать там чем-то тяжелым предметом, Не будут, не я скажу, переживайте. я слушал. Я слушал, потому что это моя работа. Вы знаете, я удовлетворен, насколько жалкий вид имела эта крыса. Мгм. Я говорю без всякого такого, знаете, преувеличения, пафоса или желания оскорбить. Просто крайне жалкий вид старой обтасканной крысы. Он пошел как крыса с этой трибуны после выступления. Пустое выступление. Так они же еще провели так называемый парад в Херсонской области, в оккупированных районах Херсонской области, Запорожской, а также в Мелитополе, там 300-метровый, значит, Георгиевскую ленточку они там провели, кричали и так далее. И насколько нам известно, в Херсонскую область для этого парада привезли людей из временно оккупированного полуострова, не так ли? Они попытались максимально манипулировать вот чувствами людей, о которых я говорил. Нужно будет еще время, чтобы люди осознали, вот какие деформации в их головах сделали вот многие годы противопоставления 9-8 мая, скрывание правды. И это нужно будет время или нужно будут какие-то, ну не дай бог, какие-то кардинальные действия. Поэтому я вам приведу другой пример. Сегодня они в Мариуполе попытались сделать некое действие, да, и получилось так, там Пушилин и несколько десятков приведенных вот этих функционеров, и плюс там те, кого они смогли подкупить какими-то, в том числе и едой даже, там есть такие люди, это же страшно разрушенный город. Вот там к ним никто не пришел. И вот не пришел, потому что эти люди за больше чем 2 месяца осады с 1 марта, они увидели настоящее лицо победителей. Не дай бог Херсону там или другим населенным пунктам через такое пройти протрезвление. Пусть лучше уже мы им объясним еще и еще раз, и я думаю, что они будут праздновать уже победу украинского оружия над российскими варварами. Аминь. И, Рифат ага, буквально вот 2 минутки до завершения нашего эфира. Вы упомянули депортацию крымских татар 1944 года. На 18 мая запланированы ли какие-то памятные мероприятия или военное положение пока не предусмотрено? Мы сейчас формируем некоторые мероприятия, которые будут носить больше такой онлайн-характер, да. Ну и диаспора будет проводить митинги там, где ситуация позволяет. А в оккупированном Крыму, вы знаете, последние годы практически это стало уже невозможно, хотя люди будут приходить памятным камнем. Мы сейчас буквально эти дни опубликуем тот порядок, который мы делаем ежегодно, и чтобы мы были воедино, несмотря на то, что нас разъединяют пока еще вот, оккупация. И в Киеве тоже будут онлайн-мероприятия, и в других областях тоже. Мы уверены, что ваши коллеги, телевизионные каналы тоже этот день они соответствующим образом оформят своими передачами. Безусловно. Чох сау болыңыз, Рифат ага. Увидимся с вами завтра и продолжим наш эфир уже на родном крымско-татарском языке. Сау болыңыз. Председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубайров был с нами на прямой связи. Эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Заман» на украинском языке. Наши журналисты расскажут вам самые последние и актуальные новости. А далее в этой студии вас поприветствует мой коллега Айдер Муждабаев. В программе «Прайм Муждабаев» будет интересно. Не пропустите. Көрішкенше.